Жолусханнах, жолуоман халлан, жыратыр тұры-тұрыбы, жолусхан суе сүйріп, жыра қаратта, жолырерін үргін батыры бұлғы, оғой баран үргі тұры олырын күтті оқтап-тақты болыр батыр болла. Ал оттағыл хабаран жетер астына ярып бақ бол. Есть якутская легенда. В стародавние, древние времена прапрапредок наш, когда собрался переехать в этот суровый северный край по большой реке, и выронил он нечаянно бересту с рунами. Так лишился он письменности. Хорошо ли, плохо ли, но с тех пор древний якут все, что знал, что видел, что умел в этом срединном мире, складывал в волшебные слова. И накопилось в его голове много-много строк. Так зародилась Олонху, утверждая жизнь, созидая веру в добро и красоту. И сохранил он свой эпос, шедевр устного нематериального наследия человечества. В 70-х годах Олонху меняет свой окрас. Славный сын Саха Гаврил Колесов записал многочасовое Олонху на пластинку. Как это было, вы узнаете из рассказа звукорежиссера фирмы «Мелодия» петербуржца Геннадия Любимова. Голоса запоминаются? Запоминаются, конечно, запоминаются. Вот вы, допустим, не видя человека, можете Конечно, сказать, конечно. это он, Да, конечно. По голосу даже услышать. По радио. Я даже, знаете, свои записи по радио исполняю, свои, допустим, 15-20 лет назад. Я узнаю, что это моя запись. Почерк у меня, вы понимаете, да, у каждого А как это? свой почерк какой-то есть определенный. Микрофон подальше, поближе, там сказать, ну разный. Дело вкуса, понимаете, каждое понимание, как. Есть автор пишет твою музыку и песни, а есть автор записи. Ты думаешь, как лучше подать. И так, так сказать, каким планом, ближе, подальше, так сказать, каким настроением попросить там ее, чтобы, так сказать, сердце, душу выложило. Да вы что? Да. Я в войну жил в деревне, значит, на хуторе. Там же остались одни женщины, значит, и они пели песни, шли на работу, там рожь жать или лен тянуть, все с песнями. А вдоль речки вечером звук еще лучше идет, вдоль воды. И слышно на несколько километров, да. Ну и так же, так сказать, и в лесу гуляешь, так сказать, или на гору ставишь, кричишь там, кто была первая дева? Эх, отвечает, Ева. Ева, да, эх, отвечает, Дева, а там отвечает Ева. Среди природы, так сказать, ветер, пурга, говорю, волки воют, там, что-то, какой-то шорох, понимаете, все слышно. Там нет никого вообще рядом. А если самолет летит там где-то там, за 5 километров, то уже слышно. И слух можно тренировать. А тишина может звучать? Тишина может звучать, да. Я мечтал все время на природе сделать запись. Допустим, где-то на берегу реки, вот, речка тихонечко звучит, так сказать, да, слегка ветерок там шелестит. Хотелось, но не было такой возможности никогда. Именно качественно, на хороших микрофонах, на хорошей аппаратуре. Что больше привлекает, человеческий голос или вот, звуки природы? Ну, человеческий голос – это тоже природа, если уж так говорить. Вот. Не, ну вы лучше, для меня лучше природа, конечно. Ну, и смотря какой человеческий голос может быть добрым, а может быть злым, может быть каким-то, ну, разные ипостаси иметь. По человеческому голосу можно узнать, какой у него характер сразу, да. Ну, так, ну, сказать, ну, в какой-то определенной обстановке, не то, что да.
А есть голоса вообще на пленку не ложатся. Есть Почему? такие, ну, не знаю, так, строение, не знаю, я не знаю, в чем дело. Фальшь. Слышно по голосу? Ну, видимо, что-то есть, да, можно отличить. Что нужно, чтобы качественно записать? Хороший микрофон, хорошая аппаратура, и хорошие уши. И все. И технические навыки, конечно. Вы считаете, у вас работа творческая? Конечно, творческая. Такой случай расскажу. Значит, в 1967 в ноябре месяце 50 лет советской власти. У меня 6 ноября день рождения. Я собрался отмечать, и вдруг мне позвонили из филармонии, из большого зала. Нужно поставить микрофон в большом зале филармонии, озвучить зал, так сказать. Ну, вот, приходит и без всякой репетиции, начинаются концерты. Это приехал Микис Тодоракис, греческий композитор, лауреат премии мира, лауреат премии Ленинского комсомола. Концерт проходит ужасно. Там придет бузуки, они очень по 600 ватт каждая бузука в большом зале. Как они начали вообще играть, а голос очень маленький. И как, все заглушили. Подходит ко мне Микис Тодоракис, я говорю, отменяй свои концерты в Советском Союзе. 50 лет советской власти отмечает по всей стране. Это вы меня сейчас посадят или что? Так. Я говорю, Микис, через переводчика, я говорю, давайте мы завтра встретимся часа до концерта, договоримся, отрегулируем так. Так не делается. Ну, встретились, значит, все, поговорили, концерт прошел успешно, подходит, обнимает меня, Гена, спасибо, молодец ты. Сиртаки-то первый раз появилась, знаете, греческий товарищ. И подходит мне грек, можно переписать, и это, так сказать, все начали за мной бегать, я говорю, нет, нельзя. Я говорю, спрашиваю разрешение у автора, композитора. Вот, у меня были эти записи. Вот такие курьезные случаи всякие бывают, да. И записи по всему миру гуляют, да. Даже в Западную Европу даже есть. И даже я писал всяких рокеров, у меня есть пластинка в Австрии издана. Вот, а это Колесов писал. Где-то 700 пластинок я записал. 2 месяца на одну пластинку уходит. Большая пластинка, значит, вот 27-54 минуты баланхон, но это нам дали поблажку. А так 50 минут пластинка большая. Сторона 50 минут. Они обе стороны. 25, да, 50 минут, да. А как и вот пластинку делает запись на магнитофонной ленте? Даем на магнитофоне, они делают матрицу, грубо говоря. Потом заговарники делают другую матрицу металлическую, и потом переносят на станок, и таблетку бросают, и шлеп, все, шлеп, и все. Как пирожки, так выходит, нажимает рабочие, и пластинки выскакивают. А вы, значит, магнитофонную запись уже смонтированную? Да, тут же? даю в Москву на технический художественный совет, не просто тогда, на технический художественный совет. А монтаж сразу вы делаете? А как же, ну, сразу, ну, я говорю, как с Колесом, поработали день, на следующий день монтажа. Иначе забудем. Конечно, конечно. Тем более у меня ни текста не было, ничего. Понимаете, все. Колесов уехал, тогда вообще бы ничего не состоялось. Он молодец, я говорю, он вообще гениальный товарищ. Это память хорошая, вспоминать, даже по своим пластинкам вспоминать, когда это было примерно. Вот, так сказать, вот я почему Аланхо вспомнил это. Такая там, как сегодня, такая погода. Уважаемому Геннадию Павловичу, режиссеру, другу и товарищу по записи Аланхо, от имени благодарного якутского народа желаю вам неиссякаемых творческих успехов, доброго здоровья, счастья в личной жизни. Автор исполнения Аланхо, народный артист Якутской ССР Гавриил Колесов. По просьбе Министерства просвещения Якутской ССР наша бригада была направлена для записи учебного пособия для якутских школ. Автор этого учебника Подскачин Роман Михайлович. Автор, да. Это было летом 1968 года. Значит, я и инженер прибыли в Якутск. Записывали, значит, голоса писателей почти всех.
Потом записывали, значит, артистов якутских театров. Кстати, Ксения Адамова там была, так сказать, да. Потом еще, не знаю, фамилия Бутыкова, прозвище, наверное, знаете, о ком речь идет. Когда я записывал всех писателей, Галина Михайловна, ну, она там работала в радиокомитете. Подошла, познакомилась со мной, спросила, ну как, откуда, зачем, почему. Ну, я объяснил. Вот. А до этого я записывал Колесова, значит, фрагмента из «Аланхо». Где записано? Записывал в Доме радио, в первой студии, большой студии, знаете, да, в радио, да. Вот. Фрагмент из «Аланхо», понимаете, писатели немножко там заикались, но разные писатели были. Для Министерства просвещения, для учебника, фона Хрестоматия для якутских школ. Писали мы на пленку, а потом пластинки издавали. Это все на пластинке было издано, да. И мне очень понравился Колесов. Я не знал, кто такой, что... Ну, он действительно, тембр голоса очень хорошо ложится на запись. Потом всякие его вариации, значит, голоса разные, так сказать. Мы с ним познакомились. Оказалось, что мы, в принципе, ровесники. Ну, не стали фамильярно, на «ты», значит. Меня звать Гена, говорит, меня Ганя. Ну, вот мы так всю жизнь общались потом. Он рассказал, что «Аланхо» есть. Вот, фрагмент «Аланхо» вначале был. То, что прочитал. Но мне понравилось все. Он говорит, а он вообще может «Аланхо» все прочитать. Он говорит, сколько это примерно? Он говорит, часов 18. Мы подумали так, ну ладно. Значит, позвонили в фирму «Мелодию». Значит, и сказали, 18 пластинок, это многовато. Сказали, 8 только. Нужно было разрешение обкома партии. Записали в Смольный. Беседу и объяснили так, значит, Галина Михайловна очень наглядно объяснила, что такое «Аланхо», что, значит, для якутского народа это, вот. И там очень доброжелательно к нам отнеслись. Дали визу. Ну, сказали, все, значит, пишите. Вот издаваться Ленинградский завод грампластинок. Идем в зал, где производились основные записи «Аланхо». Это период где-то это было осенью 1968 года в зале, в одном из лучших залов Ленинграда по акустике, где, значит, записывают музыку к фильмам, и грампластинки, все музыкальные жанры записываются, камерная музыка, и народная музыка, народные инструменты. Этот зал был основан в начале XVIII века. Один из старейших залов Петербурга. Как все здесь происходило. Вот зал, значит, очень красиво. Значит, здесь царская ложа, цари сидели в той ложе. Ну, здесь сколько, не помню, здесь сколько мест. Здесь, значит, репетируют и оркестры, эти литавры стоят. Орган здесь хороший, очень новый был установлен. Ну и недавно, месяц тому назад, был концерт вашего ансамбля, скрипичного ансамбля, да. Ну вот где происходила запись ваша? Запись происходила примерно вот здесь. Значит, у нас были щиты акустические, щит примерно высотой 2 метра. Я поставил, значит, прежде чем, так сказать, начать, мы поставили один щит большой, вот такой, 2 метра, значит, посадили на стульчик Ганю. Попробуй, почитай, значит, и вокал исполни. Я сидел где-то там, слушал, значит, пролезает. Значит, ставим боковые щиты. Вот. Потом начали уже, так сказать, шалашик строить, типа, так сказать. Ну, шалашик получился как бы вообще без акустики. Знаете, в деревенской избе как будто, или как в бане в парной. Нет воздуха, ни объема, ничего. И начали искать золотую середину, чтобы немножко было воздуха, да. Ну, нашли. Дело в том, что во время записи от погоды, от давления, от погоды, туман, значит, тоже плохо, так сказать, солнышко, яркое солнышко тоже плохо, меняется все. Нет звучания постоянно, в природе все меняется, от природы все зависит. Это как бы да, отдельное здание, да, вот природа сейчас, за окном. Да, природа за окном, есть и давление, и вот, допустим, туман или дождь, это одно, а солнечное день, и все другое, так сказать. И каждый раз нужно вспоминать акустику, мы берем предыдущую запись, как по акустике сравнить, чтобы они не отличались, так сказать, очень. Ну вот так, значит, попробовали, настраивались долго.
У нас связи никакой видеокамеры раньше не было. Аппаратная находится ниже этажом. Ну, сейчас там уже нет, аппаратная была. То есть вы сидели ниже этажом? Да, ниже этажом у нас здесь микрофоны здесь стояли, у нас здесь щит был, коммутация, значит, ниже этажом переговаривались с ним, переговорнику. Вот. Если он спотыкался где-то. А мы вначале договорились, мы, значит, уже на «ты», знакомые, друзья уже были. Я говорю, Ганя, значит, если что, так сказать, у меня, во-первых, ни текста нет, ни данных. Если мало где споткнешься, делай паузу и, значит, начни снова. Потом я вырежу все, да. Ну, вот похоже, что у него так все прошло настолько гладко, что, а может быть, я не заметил где-то. Ну, он еще раз контролировал. Пухов в Москве контролировал по тексту. Понимаете, контроль был хороший, да. Тогда вы как бы не использовали акустику этого зала. Почему тогда этот зал? Для вокала, для инструментов это годится акустика. Видите, как она звучит. Даже мой голос слышно там где-то. Вот. Речевые не могли писать никак. Пришлось экспериментировать, я говорю, значит... Это первый раз было так? Это первый раз, да. До этого мы записывали Василия Павловича Соловьева-Седова, здесь, на сцене посадили, и получилась вся акустика, и в Москве нам сказали, что если еще раз запишете так, с такой акустикой, мы вообще записи все ваши прикроем. Речевые записи здесь, в принципе, не годятся. Гаврилович героически делал поступок, что записал, выдержал. Порядка 2 недель эти записи были. Вставал, все вставали, нервничали, переживали, сказать, понимаете. Мы взялись за такую работу, уже нам никуда не было, тем более он готовился, так сказать, хорошо. Сразу монтировали? Сразу. Мы, допустим, один день записывали здесь. Утром приезжали, у нас офис был на Выборгской стороне, ну, маленькая такая квартирка была. Мы, значит, эти монтировали, значит, все, лишнее выбрасывали. Всегда лишнее записывал, почему-то получилось. Очень жалко, но я думаю, что минут 40 мы лишних изъяли. К сожалению, да. Значит, в день вы сколько минут записывали чистого материала, получается? Ну, чисто, значит, аренда у нас на 4 часа. Вот, наверное, вот мы сейчас пришли, через 4 часа мы должны уйти, как обычно. Так, мы должны микрофоны расставить, и через 4 часа отсюда выйти уже, освободить место там, репетиции или другое. Вот мы старались в день записывать одну пластинку, где-то 50-55 минут. Вот это очень много. Один день записали, значит, один день монтировали на Выборгскую сторону. Я пленки забирал себе в портфель. С утром вез на студию на Выборгскую сторону, там это метро Площадь Ленина. Ну, мы встречались, он, значит, приходил после этого. Он, конечно, немножко отдохнул, но ему нужно было настроиться на монтаж. Монтаж тоже немножко такой, все ножницами. Ну, это такая трудоемкая работа. Чья была идея записать Алан-Курдюк? Если говорить обо мне, значит, не скромно, так сказать. Это моя, ну, так было, идея в голове где-то. Но помогла моей идее воплотиться Галина Михайловна Кривошапка, которая находилась во время записи учебного пособия, где он фрагменты из Аланхо исполнял, Кулесов. Первый случай в истории Советского Союза вообще, да. Народный эпос был записан. Hey!
그냥 에레이다면 디에니기에 우월에 안게냥 우하드만 옥순없다누아감. Мы щиты поставили сверху, накрыли, так сказать, как в шалашике сидел. В шалашике, да. Вот. И вот он читал, да. И когда он начинал петь, так сказать, ну, немножко голос проникал в зал, ну а потом, когда еще для Москвы делал дуб, я добавлял немножко реверберации. Пластинка помещается на сторону 27 минут. Москва разрешила. Вообще было 25 минут. Мы 2 минуты уговорили, что пропустит. Да, ограничение было. Когда я смонтировали, получалось 33 минуты. Нам нужно было выбрасывать. Представляете, сколько мы выбросили? Но все на магнитофоны, да, это стереозапись. Коля изобрел, значит, если знаете, магнитофоны, которые на пленке, там диски есть такие металлические. 27 минут на диске нарисовал линию. Тут приближается уже все. Это его изобретение, да. Вот монтируем. Монтаж тоже ушел 4 часа, тоже очень тяжело стало. Вот представьте, вот так примерно 12 дней или одну пластинку в день мы записывали. Это норма, у меня месячная норма была. Я должен был 8 месяцев записывать. И, сказать, да, в общем, здесь все это специально, ну, спешили. Кроме записи на грампластинке, значит, здесь были концерты авторов-исполнителей, композиторов, ведущих музыкантов. В частности, допустим, была последняя запись Альфреда Шнитке, известный у нас композитор, который после нескольких дней уехал в Германию на постоянное место жительства. Записывался здесь композитор Таравердиев, известный композитор. Соловьев Седой здесь записывался. Ну, многие композиторы. Значит, записывался также Михаил Жванецкий со своими монологами. Вот обычно, когда я сижу в зале, я слышу, значит, гитару слева. Сидел на гитаре, гитара слева. Я немножко, так сказать, делаю чуть-чуть левее, и панорамником, и стерео. А если все остальные пишут все в центре, гитара в центре и голос в центре. А я сразу знаю, где моя запись, где не моя. Авторов-исполнителей, так называемых бардов. Я студентам в консерватории говорю, отличите. Вот и один звукорежиссер писал другое. Он говорит, я особенно не заметил, но он говорит, невнимательно, значит, послушать. Но ухо нужно тренировать, понимаете, надо сказать. Хороший слух нужно иметь для этого. Ставите микрофоны, исходя из исполнения, да, исходя из песни, вы немножко корректируете, да? Вот ну, сначала допустим, вы слушаете, что это может, что да, вы записывать будете, а потом вот уже корректируете. Вот, допустим, народную музыку, фольклор русский, значит, приезжает из Псковская, Новгородская область, значит, ансамбли бабушки всякие, типа буранских бабушек приезжают сюда. Мы, значит, большой микрофон для воздуха ставим, он где-то в 7-м ряду, на высоту 3-4 метра ставим, чтобы стереомикрофон, чтобы он акустику брал, чтобы акустика звучала. И ставим здесь, допустим, альты, сопрано там, и басы, допустим, для хора. Тоже в каждой группе микрофон. И потом, значит, балансируем, смотрим, где-то воздух, добавляем, значит, ищем оптимальное положение звучания. Находим, и практически мы уже не трогаем. И исполнитель, допустим, где идет форте, где пиано, значит, показываем, так сказать, покажите громкое место, где форте у вас, где пиано, значит, чтобы знать. Если когда нот нет, так сказать, значит, если пиано немножко можно добавить чуть-чуть, если требуется для звукозаписи. Я работал в студии грамзаписи. До этого работал в киностудии «Ленфильм». Потом перешел в студию грамзаписи, отработал там 33 года. После этого я работал русско-немецкая музыка, совместное предприятие при заводе. Потом я работал в фольклорно-этнографический центр при консерватории. Вот я оттуда ушел на пенсию. Вернемся к вашим истокам. Откуда вы, кто родители? Ну, сейчас расскажу, да. Значит, я родился в Ленинграде 6 ноября 1938 года. Отец мой был служащий, мать где-то работала в сфере обслуживания. Отец отвоевал, значит, финскую войну, так сказать, но тоже трагедия для него была. Началась Великая Отечественная война.
Его, значит, буквально в первые дни забрали на фронт, на Ленинградский. Он был вначале где-то рядом, потом направили на передовую, на оборону Ленинграда, где тяжелые бои в районе Красного Села. Он в октябре 1941 года погиб. Вернее, пропал без вести, но пропал, значит, мама получала, вернее, на меня пенсию получали за отца. И мой отец занесен книгу памяти Ленинграда. Вы какие-то детские воспоминания помните, да? Да, конечно. Блокаду, может быть, как? Не, блокады нет. Понимаете, я с мамой выехал к ее родителям в Тверскую область. И мы буквально тоже через 5 дней, когда отца забрали на фронт, значит, попросили все имущество, мебель, одежду на склад сдали. После войны, кстати, получили. Но мы жили в деревянном доме. Дома во время войны разобрали на дрова. С дровами было плохо, холодно и голодно. Зима была очень суровая. Вот, дома разобрали, сожгли. Мы пока были, значит, вернулись. У нас ни прописки, ничего. Ввиду того, что мы, так сказать, все были прописаны, мы скитались, спрятались где-то по родственникам, кто остался в блокаду. Очень тяжелые времена были, да, очень тяжелые. Я, значит, находился в эвакуации где-то 180 километров от Москвы. Везде там шли бои, но мы не знали, но я был маленький, но единственное помню, что иногда прилетали фашистские самолеты, иногда летали. Ну, низко летали, над лесом летит. У меня слух был хороший, у меня, может, за счет того, что я жил на хуторе в деревне, я слышал, как волки голодные воют, так сказать, как к дому подходили, там, слух развивался за счет этого. Там пел песни, потом бабушка меня учила читать по-старославянски и петь духовные песни. Собирались все бабушки, так это все было запрещено, это все было, да. Я, значит, пел духовные песни, такие, да. Такое было. Потом, значит, что, приехали в Ленинград. В 1957 году меня в армии забрали. На 3 года служил в Германии, ГДР, в бронетанковых войсках. Спали в бушлатах с автоматами, мы на Эльбе стояли. Значит, и Западная Германия была порядка 10 километров. Там стояли американские, английские войска. Сказали, что в случае тревоги будем начаться война, чтобы перейти Эльбу и там воевать на той стороне. Значит, было все это грозно так. Тяжело, очень тяжело было. Ну, вот так. Потом я после армии поступил на Ленфильм, помощником звукооператора. Снимал кино. «Осторожно, бабушка», там и Раневская была, и Сергей Филиппов, Ролан Быков, и Леонид Быков снимался там, ну, многие все актеры знаменитые. А потом, значит, объявление прочитал, что требуется, студия организовалась, Всероссийская студия грамзаписи. Вот требуется помощник звукорежиссера. Ну и пошел так. Вот моя карьера так началась. Профессионального образования нет тогда, что ли? Не, профессионального образования нет. Все мое профессиональное образование, значит, мне присвоено, вот, посмотрите, книжку от Министерства культуры мне присваивает разряд звукорежиссера Министерства культуры. Мне было вначале 3-й разряд, 3-я категория Министерства культуры. Вот, посмотрите, в книжке трудовой. Потом 2-я, так что и в консерватории меня приняли уже старшим звукорежиссером, последний раз был. Старший звукорежиссер консерватории. Так. То есть вы как обладали природным слухом, так и пошли работать? Да, все считают, что я хороший акустик, но я захожу в зал, я вижу, значит, можно писать или нет. Ну, там щелкну, но это у меня свои есть секреты. И вот я зашел в Якутское радио, посмотрел, шикарная студия, посмотрел, там какой-то звук, хлопнул. Писать можно. Бывают отраженные звуки, бывают искажения. А Якутская студия, она типовая. Такая студия есть в Ижевске, в Удмуртии, такая студия есть в Казани, в Татарии. Когда вышла пластинка, Галина Михайловна все это пробивала мне звание там, да, сказал, что в Среднюю Азию уже, так сказать, это тюркская группа языков-то похожа на якутский, да? Ну вот у меня вопрос Галины Михайловны возник, а почему, значит, там тюркская группа ближе к исламу, а в Якутии православие? Для меня вопрос, так сказать, интересно было, да? И при том, когда я приехал первый раз в Якутию в 1968 году в гостинице, посмотрел, из гостиницы строят церковь деревянную, из окна его видел. А у нас до этого взорвали огромную церковь, Церковь, колоссальную церковь взорвали, кино снимали.
Вот. В Якутии, значит, церковь строится, она взрывает. Для меня это было как-то непонятно. И что мне еще в Якутии запомнилось в первый приезд? Значит, площадь напротив гостиницы «Лена», там не было ничего. При нас бревна возили, там еще что-то возили, потом асфальтировали. Это все, пока мы там были, это все делали. Но в следующий раз приехали, уже круглая нормальная площадь. 92-й год знаменитый. Значит, развалился Советский Союз, фирма «Мелодия» развалилась, все стали отдельными государствами. В смысле, наша студия отдельная, союзная студия грамзаписи. А были студии, значит, Таллинская, Рижская, Вильнюсская, потом еще стала Киевская, Тбилисская, Алма-Атинская и Ташкентская. Вот все студии были. Вот. А наша студия обслуживала все республики РСФСР. Когда рухнул Советский Союз, я ушел уже на другое место работы, уже и Министерство культуры уже как-то на меня не влияло. Уже коммерческая организация, русско-немецкая музыка. Я поработал там сколько лет, 5. Ну, фирма прогорела. Потом перешел к консерватории, фольклорно-этнографический центр Российской Федерации. Вот, и я там работал. Хотя я не музыкант, мы начали записывать песню «У мой сарасой трав» называется, Христофор Максимов автор. Начали записывать что-то, не получается под рояль. Она решительно говорит: а давайте попробуем акапелла, без сопровождения. Акапелла записали, потрясающе было, да. Проводили худсовет в Якутске, там и был Берестов, возглавлял, так сказать, худсовет, там и союз писателей. Ну, я еще какие-то записывал песни. Потом она спрашивает: Геннадий Павлович, а какой консерваторию вы кончали? Я говорю: никакой. А откуда у вас такой музыкальный слух? Вот меня научили играть на фортепиано. Так, понимаете, элементарно, но я-то уже опыт имел, так сказать. Вначале идет вступление, проигрыш. Потом немножко стихает, дает вокалу вступить. Потом опять проигрыш, можно посильнее играть. Понимаете, это все за счет динамики. Ну вот так, а потом она здесь сказала: Геннадий Павлович, научили меня играть на фортепиано. Вообще люди приятные были все. Вернемся к вашему детству. В деревенской школе в 1 классе. Умел читать, и я читал уже книжки. Читал. Они, кто-то не умел читать. Ну, война вокруг шла, бедность. Вообще, так сказать, в деревне очень тяжело было, и ничего не было, еды не было, и лошади все на фронт ушли, тракторов, ни машин не было, все пусто было. А требовали там государство, чтобы сено сдали, там картофель сдали. Ну, как всегда, да. Все, деревню доили, как говорится, все. Жили очень бедно, да. Ну, мой дедушка был, так сказать, он питерец, коренной питерец. Он родился в Питере. Значит, и во время НЭПа, значит, ну, корни, видимо, его родители были еще в Тверской. Он вернулся в Тверскую область, построил колоссальный дом, 12 окон на хуторе, внизу речка, красивое место, потрясающее место. И он был плотник, такой плотник, что, значит, он мог делать телегу, колесо. Никакого инструмента не было, ручной стамеска и молоток, все. Он делал, все делал, и карета у нас была, своего деда сохранилась, да. Все делал, и сани гнул. В общем, был умелец, на все руки умелец был, да. Я жил у двоюродной сестры, ей войну было 18 лет. Она тоже закончила школу. Ее как бы на фронт не взяли, а взяли ее, так сказать, ну, короче, все детей брали на фронт. Зимой в мороз торф добывать, мороз отбивать ломом. Ленинград был закрытый город, не пускали. Вечером приходил квартальный милиционер. Ну, кто, значит, после 11, кто не прописан, значит, забирали туда и водили. Ну, видимо, в милиции тоже были люди хорошие. Звонок, и раз под кровать. Вот приходит, у вас никого постороннего нет. А нет, что вот, сказали все свои. Мать показывает паспорт, сестра показывает паспорт, я под кровать. Но он понимал, видимо, понимаете, тот человек был. Ну, хорошо, значит, все прекрасно у вас, так вы, нормально. Вот такая жизнь была, да. У меня много родственников погибло в войну, значит, и родственники двоюродного брата погибли в войну. Здесь под Ленинградом все Синявинские болота знаменитые. Тоже жуткий, 42-й год, 41-й,
конец 41-42 год тяжелые были, тяжелые дни блокады, тяжелые бои были. Гибли тысячами каждый день, десятками тысяч. В общем, досталось город. А моя жена, Галина Николаевна, прожила всю блокаду 900 дней, всю. Здесь? Да, здесь. Никуда не выезжала, питалась этими хлебом, собирала комочки хлеба. 4 годика была, да, вот, жила, так сказать. Война, к концу войны она была истощена уже, там полутрупик был, вот как-то выжила. В армии мечтал, что что-то мне хотелось в кино работать. И, так сказать, я настырно шел туда. Мне жестянщика предлагали на фильме брать, еще кем-то там в охрану. Я говорю, нет, я говорю, хочу со звуком работать. Ну, со звуком, так со звуком, вот помощником звукооператора. По моей инициативе записал всех поэтов, успел. 70-е, 80-е годы. Я записал всех бардов. Со всего Союза приезжали, значит, и из Рязани, из Харькова, из Мурманска, из Твери приезжали все. В Москве не записывались, все приезжали ко мне. Я как бы собиратель был авторской песни. Архив студии мелодий, где он? Понимаете, дело в том, что через 5 лет он еще уничтожается весь, пленка уничтожается. Вот, а размагничивается, да, остается в Москве диск, на который первоначально с пленки на диск переводится. Лаковый диск такой есть, да. В Москве это было в фирме «Мелодия», не знаю, сейчас есть или нет, может быть, тоже уже нет. Но, с другой стороны, это Гостелерадио, все это получало дубли, всех записей наших. Все у них хранилось и должно храниться, а больше нигде не хранилось, к сожалению. И вот если бы, допустим, Климентов мне не позвонил, не договорился, я буквально с оригинала сделал дубль для вашего радио. Так, и он, наверное, до сих пор звучит. И еще, значит, что, сказать, это, конечно, вы понимаете, какой подвиг? Это, во-первых, на века останется. Теперь цифру потом перепишут. Это вечно будет уже для Якутии, вечно. Дети